приближением холодов переживания за возможное отключение электричества среди граждан усиливаются. Поскольку объем выработанной энергии в стране не покрывает потребность населения, Кыргызстан будет закупать электричество у стран-партнеров. Веерных отключений зимой не будет. Однако при несоблюдении потребителями правил и при максимальной нагрузке в часы пик будут проводиться вынужденные регулировочные мероприятия. Это будет вынужденная мера, чтобы не оставить остальных потребителей без электричества. Веерное отключение – это понятие совсем другое. Регулировочное мероприятие – это час пик, когда идет большая нагрузка на подстанции, больше на подстанции идет его требуемая, если мощность 100 киловатт, идет больше 120 киловатт, условно, да? Тогда в этом случае трансформатор не выдерживает эту нагрузку, эту мощность. Она рассчитана на 100 киловатт. В этом случае, если будет превышать, мы будем его временно переключать на другие подстанции. Это называется у нас регулировочное мероприятие. Проблем с поставкой твердого топлива не будет. Все бюджетные организации будут обеспечены углем в полной мере так же, как и население. Поставки будут идти до 1 апреля следующего года. Глава Минэнерго опроверг слухи о том, что в этом году не будет местного угля Харагиче. Вот мы вчера были на разрезе Харагиче. На сегодняшний день заготовлено 105 тысяч тонн на сентябрь месяц угля и сегодня отгружают. В день 150, 170, 200 машин выезжает и обеспечивает население. Поэтому нет беспокоиться. К концу недели на всех складах будет минимум 60, минимум 120 тонн угля. Вот это все будет перевозиться железнодорожным путем. Стоимость твердого топлива будет составлять 4,5–5 тысяч сомов. Такая цена была установлена с учетом стоимости ГСМ и иных расходов поставщиков. Если один баллон КАМАЗа стоило в прошлом году 22 тысячи сомов, в этом году на вот эти хова, которые мы закупали, 50 хова, мы закупили его по 28 тысяч сомов. Это, представляете, даже на запчасти идет рост очень большой. Поэтому 4,5–5 тысяч сом мы обеспечим. Почему я говорю это? Потому что на сегодняшний день на складе Балыкчы у нас заготовлено 468 тысяч тонн угля для отправки в город Бишкек. Население страны в осенне-зимний период потребляет 1 247 000 тонн угля. На сегодня обеспечено 233 300 тонн. Столичная ТЭЦ готова бесперебойно снабжать население, в том числе социальные и другие объекты, электроэнергией и теплом. По постановлению правительства мы должны были закупиться в общей сложности 1 200 000 тонн угля. Из них 650 тысяч – это наши местные угли, 550 тысяч тонн – это импортных угля. У нас все договора уже на данный момент заключены. Импортный уголь уже поставку свою начал. Наши местные угли – это 600 тысяч Харакачей, 50 тысяч сашкумырского угля. Помимо этого у нас с ОСО «Газпром» Кыргызстан заключен договор на поставку 70 миллионов кубических метров газа. Ну, в принципе, на данный момент у нас все поставляется. Вместе с тем и котельные мэрии города Бишкек готовы к очередному отопительному сезону на 93%. На всех 74 котельных был проведен плановый ремонт на сумму 27 700 000 сомов. По окончании отопительного сезона 2022-2023 года мы сразу начинаем ремонт, подготовка котельного оборудования, насосы, химводоподготовка, котлы сами, горелки. То есть вот на всю вот эту работу уходит от 3-4 месяца. На 1 сентября эта котельная готова к отопительному периоду. К октябрю местные власти планируют перевести 22 котельные на газ. Остальные 52 уже работают на альтернативных видах топлива. День городом полностью заканчиваются все подготовительные мероприятия по ОЗП. Из них 74 котельные на сегодняшний день уже подготовительные работы уже завершаются. Из них 22 котельные полностью переведены на альтернативные виды отопления. Также у нас работает 8 угольных баз, в которых находится 3060 тонн угля. С углем у нас проблем на сегодняшний день нет.
Уже не первый год, как руководство страны планирует перевести Бишкекскую ТЭЦ на газ. Сейчас с компанией «Газпром» Кыргызстан ведутся переговоры по увеличению объема поставки голубого топлива на теплоцентрали. С середины прошлого года газ на территорию Кыргызской республики поступает из Российской Федерации транзитом через Казахстан. Транзитные мощности соседней страны не позволяют кратно увеличить объемы поставки газа на территорию Кыргызской республики. Поэтому сейчас максимально, сколько мы сможем обеспечить газ для ТЭЦ, мы это сделаем. Сейчас ведется, так скажем, переговорная работа. В рамках газификации голубое топливо было проведено в 53 новостройках. Сейчас по стране такой вид альтернативного топлива потребляют 390 тысяч абонентов. Министерство энергетики на этом не ограничится. В планах газифицировать большую часть населения страны. Нами запланировано новостройки Аларча Ахтелек, Ахтелек Турбаза, Бакаята Төкөлдөш, Верхний Кокжар, Попеновка, улица Товарная, Новопавловка, Селексия. То есть 13 500 домов должны охватить и 218 километров газовых труб должны построить «Газпром» на 2023 год. Между тем, в целях экономии электроэнергии устанавливается лимит в 5 киловатт-часов на каждый дом. Министр пояснил, что этого объема достаточно для одного дома. И на сегодня каждый дом потребляет энергии точно в таком же объеме. При таком лимите граждане могут спокойно использовать необходимую бытовую технику, не беспокоясь отключения. При этом министр добавил, что потребители должны самостоятельно экономить электричество. Вот, допустим, плита. Каждый в доме пользуемся плитой, правильно? Плиты можно пользоваться 5 киловатт энергии. Это холодильник, это, можно сказать, электрочайники, стиральные машины, лампочки, там минимум 10-15 лампочек. Все это оборудование одновременно, если даже будем пользоваться, 5 киловатт электроэнергии будет достаточно, чтобы это всем было понятно. Если будет увеличение мощности, мы будем вести регулировочные мероприятия. Это час, полтора-два часа. Возможно. В прошлом году было это. Это мы вынуждены. За полтора часа дом не охладится, дома холодно не станет в любом случае. А когда мы час пик переходим, пожалуйста, дальше идет он свое потребление получает. По подготовке к осенне-зимнему периоду министр энергетики отчитался перед Кабмином. Акылбек Джапаров подчеркнул необходимость проведения масштабных учений по восстановлению работы энергетического комплекса в случае возникновения аварийных ситуаций, которые должны быть организованы в начале октября этого года. В сфере энергетики ведется колоссальная работа. Строятся ГЭСы, проводятся ремонтные работы энергооборудования, обновляются трансформаторы, привлекаются инвесторы для развития возобновляемых источников энергии, строительство ветряных и солнечных станций. Энергетики работают 24/7. Чтобы я не слышал от вас слов, что зима пришла неожиданно. Подготовка к зиме должна быть на 100%. Если повторится ситуация, подобная в Майлысу в прошлом году, вы не успеете дойти до кабинета, как будете уволены. К зиме активную подготовку ведет и социальный блок, в частности, Министерство образования и здравоохранения. Сейчас в котельные образовательных и медицинских учреждений уже поступает твердое топливо. Как уверяют главы ведомств, подготовка идет по плану. Проблем в этой части не будет. На сегодня муниципальных и государственных школ 2177, из них углем отапливается 1179, электричеством 706, централизованно 211, смешанный вид топлива это 58 и газ это 23. Что касается у нас дошкольных образовательных организаций, это детские сады, их количество муниципальных и государственных 1678, из них 1003 углем отапливается, электричеством 425, централизованное отопление 160, смешанное 68 и газовое отопление у нас 20. Потребность в угле на предстоящий осенне-зимний период составляет 19,5 тысяч тонн или на общую сумму 108,5 миллионов сомов. На сегодняшний день заключены контракты на поставку 18,7 тысяч тонн или на 106 миллионов сомов. Общие заключенные контракты составляют 96%. К сегодняшнему дню отгружен
уголь на 45 миллионов сомов или 7,5 тысяч тонн угля. Акылбек Жапаров подчеркнул, что и каждый гражданин республики, и каждое государственное учреждение, школы, больницы должны быть готовы к зиме. Вместе с тем он поручил провести разъяснительную работу среди населения о важности экономии электроэнергии. 14 миллиардов 200 миллионов киловатт-часов. Именно столько электроэнергии будет вырабатывать Токтагульская ГЭС этой зимой. В качестве поддержки Бишкекская ТЭЦ произведет почти 2 миллиарда киловатт-часов. Однако такого объема энергии не хватит на стопроцентное обеспечение всего осенне-зимнего периода. По этой причине наша страна вынуждена покупать электричество из Туркменистана, Казахстана, России и Узбекистана. Потребление Кыргызской республики это 17 миллиардов 400 миллионов киловатт-часов. 3,2 миллиарда мы закупаем электроэнергию, импортируем электроэнергию с Туркменской республики. Вы прекрасно знаете, уже 3-й год импортируем. На этот год, на 23-й год у нас запланировано и подписано контракт 1 миллиард 600 миллионов киловатт-часов. Она с сентября месяца уже на наши сети поступает, транзит через узбекские сети. Что 1,5 миллиарда киловатт-часов будет поставлять Казахская республика. Казахской энергетики. Дополнительно 400, у нас на 800 миллионов киловатт-часов есть договор с российской компанией Интеррао. 400 миллионов киловатт-часов будет поставлять российская компания. И дополнительно будет поставка делать наши узбекские коллеги. В целях улучшения энергосектора страны с Китаем были подписаны соглашения в сфере зеленой энергетики. В Кыргызстане китайские специалисты построят возобновляемые источники энергии. Компания. Но с другими 3 компаниями подписано соглашение о строительстве солнечных станций. Например, компания China Power построит в селе Торугар Тысыкульской области линию на 500 киловольт до подстанции Кемин. В числе этих компаний есть и те, кто собирается построить ветряные станции. Сейчас проводятся исследования территории. По подписанным соглашениям мы начали реализацию. Тем временем и активно ведется строительство Камбаратинской ГЭС-1. Сейчас на автодороге Бишкек-Ош в объезд энергообъекта проводятся работы по строительству подъездной автодороги, транспортного тоннеля, высоковольтных линий передач, а также моста и временного городка для строителей. Для привлечения инвесторов для строительства мощного крупного энергообъекта Минфин провел переговоры с рядом финансовых институтов, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития и Банк Кореи. Кроме этого, было предложено провести расширенное заседание с участием президента страны, где всем заинтересованным сторонам и финансовым институтам будет представлена презентация проекта строительства ГЭС. Ахмир Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР. Итоги недели.